Носи маску и держи дистанцию, обезопась себя и окружающих. Жителей призывают строго соблюдать меры безопасности, особенно в общественном транспорте. Риск заразиться коронавирусом в закрытом пространстве гораздо выше. Каждый несет ответственность за себя и здоровье других. Как это осознают перевозчики и пассажиры, проверили сотрудники Роспотребнадзора и наша съемочная группа во главе с Дианой Дударовой. На этот раз под зорким взглядом сотрудников Роспотребнадзора не только общественный транспорт, а весь автовокзал. Требования все те же, не добавились и не убавились. Масочный режим, разметки, социальная дистанция, дезинфекция. Маски при входе в здание есть. А что касается антисептиков, комиссия не только проверяет наличие, но и качество. Антисептики есть у вас? Ну-ка. Разметки и наклейки с призывом соблюдать меры защиты в зале ожидания тоже есть. Однако в случае общественного транспорта ситуация посложнее. Среди всех машин только в одном автобусе по маршруту Назрань-Кисловодск есть маски антисептик. Водитель отмечает, в Кисловодск без соблюдения этих требований даже нет смысла ехать. Просто не пропустят. А вот водителями внутренних рейсов правила игнорируются. Вот на данном автотранспорте нет никаких указателей. Без маски, дистанция. Антисептик. Обязательно все это должно быть для пассажиров. Посмотрите, здесь нет абсолютно ничего. В автобусах наклейки только с просьбами пристегнуть ремни безопасности и ни одного призыва соблюдать антиковидные меры. По словам специалистов, наибольшая вероятность заразиться ковидом сохраняется в местах с большим количеством людей и там, где человек долго находится в замкнутом пространстве. А общественный транспорт – одно из самых уязвимых мест. Поэтому с самого начала пандемии эпидемиологи настоятельно призывают носить средства индивидуальной защиты. Давали предписание, чтобы они вывески, чтобы без масок. Они не обслуживают пассажиров, что на транспорт они не будут допускаться без масок, без соблюдения масочного режима. И, конечно же, мы им дали предписание поставить запас дезинфицирующих средств, запас масок, чтобы они предоставляли пассажирам, если у них такого не окажется. Правда, на этой маршрутке, отъезжающей от нового автовокзала, в маске всего лишь одна пассажирка. Другие же начинают их надевать только при виде сотрудников в погонах. А почему маски не носите? У нас обстановка нестабильна, поэтому масочный режим нужно строго соблюдать. Болеющих очень много. По максимальной возможности, я понимаю, что кто-то не может, там задыхается. Но это в общественном транспорте чалордал ездил. Не менее удивляет, что среди населения есть не только граждане, которые полностью отказываются носить средства индивидуальной защиты, но и до сих пор отрицающие существование коронавируса. Легкая они дышать не дают, я не могу дышать. Я так плохо дышу. А вы болели? Не болела. Количество больных в больницах опять возросло. У нас всегда были такие больные. А именно коронавирусные больные. Их стало больше в больницах. Я все равно не верю в это. Так что мнения все еще расходятся не только относительно вакцинации. Сознательные граждане, в свою очередь, не пренебрегают напоминаниями специалистов и стараются максимально обезопасить себя и окружающих, даже если не болели и не знакомы с невидимым врагом. Когда людей нету, не ношу. Когда где-то много народу, ношу маску. Вы считаете важным прислушаться к призывам? Конечно, важно. Это очень важно. Почему бы нет? Для здоровья себя и людей, которые вокруг тебя ходят. Надо помочь людям, чтобы они не болели. А вы болели? Нет. Особое внимание также необходимо уделять обработке салона транспорта. Тотальную дезинфекцию проводят до выхода на рейс. Сотрудники надзорного органа проверили состояние автобусов на АТП Назрани. Маска есть. Маска. Антисептики отцы. Антисептик. Кое-что не благодарю. Обрабатывать машины необходимо специальным хлоросодержащим раствором. Правда, проверяющим пришлось сделать ряд замечаний и в случае дезинфекции. Не хочу обработать автобус. Обработайте, заездить. Кто раствор готовит? Мы сами что? Как готовите? Расскажите. Развести. Инструкция, по инструкции даешь.
Це таблетка, ще инструкции. Должна быть инструкция. Должен быть уже приготовленный маточный раствор. Це маточный раствор, разводить фер, автобус, обрабатывать диски. Все это надо фиксировать в журнале обязательно. Отсутствует не только инструкция. Для уборки не созданы необходимые санитарные условия. Нет соответствующего инвентаря для уборки, спецодежды у рабочих. Далее совместно с работниками АТП представители Роспотребнадзора проверяют, какие именно поверхности обрабатывают специальным раствором. Двери, не только кильдаток. Обязательно вот эти все сидушки надо обрабатывать, окна надо обрабатывать, двери обязательно. Рейдовые мероприятия проводят уже больше года. Столько же Роспотребнадзор продолжает напоминать, призывать к соблюдению элементарных требований, а также штрафовать за их несоблюдение. Сотрудники Роспотребнадзора пообщались с руководителем АТП с Бесланом Сапралиевым. Обработка транспорта нас не удовлетворила. Нам показали 5-6 таблеток, какой-то бачок. Обработка транспорта сегодня стоит на первом месте. Дезинфекция. Потому что этот вирус тяжелый, он садится на пол. Нам надо будет с вами встретиться. Вы как директор, как управляющий, мы оставим вам извещение с вашим пакетом документов, налоговой регистрации, уставом, мы вас ждем к себе. Будет административный материал, мы информацию передадим нашему руководству, и они уже будут решать дальнейшую судьбу. Штрафы за несоблюдение противоэпидемических мер достаточно высокие. Для пассажиров и водителей он составляет 150 тысяч, для должностных лиц 50 тысяч и 250 тысяч юридическому лицу. Специалисты напоминают, болезнь не только не отступила, а мутировала. Новые штаммы коронавируса стремительно распространяются по всему миру. Тем временем число больных резко возросло и в регионе. А коечный фонд только за последние 1,5 недели увеличен почти на 100 мест. Диана Дударова, Асхаб Белаки. В новости 24.